Уважаемые коллеги, добрый день. Здравствуйте. Мы с вами совсем недавно говорили о национальных целях развития, говорили о фундаментальных вещах, но сегодня собрал вас для того, чтобы обсудить вещи текущего характера, но от этого они являются не менее важными. Мы практически, конечно, каждый день обсуждаем, но, на мой взгляд, нужно сделать это сегодня вот в таком широком составе, все вместе, чтобы принять необходимые решения, согласованные, и, безусловно, их реализовать. О чем идет речь? Эти вопросы остро стоят в повестке дня нынешнего аномально жаркого лета. С такой неблагоприятной погодой столкнулись практически все регионы нашей страны. И главное, конечно, люди страдают, это очевидно. Затяжная жара, так называемые сухие грозы и отсутствие дождей всегда провоцируют природные пожары. И в этом году вряд ли было возможно избежать этой беды вообще. Однако в ряде регионов все-таки сумели быстро отреагировать на начало пожаров и ликвидировать большую часть возгораний. Но не везде это удалось сделать, во всяком случае так, как хотелось бы, в том числе из-за сложностей, связанных с лесными ландшафтами, трудной доступности, удаленности этих мест, где разбушевались пожары и огонь. Запредельная жара потребовала значительных усилий экстренных служб. Ежедневно идут доклады, сводки по всем этим вопросам. Были и продолжаются разливы рек в то же самое время в других регионах. Сейчас горят леса в Якутии, Карелии, в Челябинской области. У нас руководитель на связи. Я прошу доложить о ситуации с лесными пожарами и о том, как работают пожарные структуры в регионах, обеспечены ли они всем необходимым. Это лето стало для нас очередным испытанием и в борьбе с коронавирусной инфекцией. Очень все непросто, как мы видим. И, конечно, понятно, что люди устали. Почти никого не обошла эта беда. Знаю, что вы, разумеется, в курсе происходящих событий. И понятно, что это коварная, возвращающаяся эпидемия доставляет нам немало проблем. И не только это происходит у нас, но и в подавляющем большинстве государств мира. Конечно, трудно понять многих коллег, которые по-прежнему продолжают делить пандемию на свою, чужую, тормозят, в частности, регистрацию наших вакцин, которые являются, безусловно, безопасными и эффективными. Но надеюсь, что мы сможем все-таки организовать эту работу совместно. Потому что отдельно бороться это бессмысленно. Наша главная задача сейчас – это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку. В том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии. И при этом подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации. Очень важно, что в большинстве своем люди понимают, прививки сделать нужно, чтобы спасти себя, своих родных, близких. Здесь ничего нельзя навязывать, но нужно объяснять. И, коллеги, прошу четко, подробно сегодня доложить по всем этим вопросам. Первое – о ходе вакцинации, второе – по производству вакцин, третье – послушаем, как складывается ситуация в регионах. Вы знаете, она очень разная. Ну и четвертое – о работе системы здравоохранения в целом, как она сейчас себя ощущает в эти сложные времена. Прошу здесь только не с самого начала, а вот о сегодняшней ситуации, о сегодняшнем положении дел. Сказать о том, какие необходимы дополнительные, может быть, решения в этой сфере, в том числе по поддержке медицинских работников. Хочу подчеркнуть, люди очень тяжело переживают эту эпидемию. На всех органах власти, задействованных в борьбе с ней, особая ответственность. Ну, и отдельная тема, та, о которой мы многократно говорили, к которой мы многократно возвращались по разным поводам и по разным номенклатурам, я имею в виду ситуацию с ценами на основные товары, в том числе и прежде всего на продукты питания. Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов, овощей, так называемого борщевого набора, мы недавно только об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере. Насущная тема – подготовка детей к школе. И прошу рассказать о готовности к выплатам по 10 тысяч рублей
каждому ученику. Решение принято, я знаю, совсем недавно об этом тоже говорили, но хотелось бы услышать ваши оценки на сегодняшний день. Давайте начнем работать. Слово Зиничеву Евгению Николаевичу, пожалуйста. Да, добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Здравствуйте. Действительно, для нас очень непростой. С начала пожароопасного сезона 2021 года на территории Федерации возникло около 11 тысяч очагов лесных пожаров. Хотя должен отметить, что по сравнению с прошлым годом, хоть и незначительно, но все же сокращение произошло и очагов пожаров, и площадей на 4% и на 17% в целом. Вместе с тем, на сегодняшний день действует свыше 400 очагов пожаров, из которых 85 локализованы. Текущий пожароопасный сезон характеризуется, как вы и сказали, аномально высокими температурами. Кроме того, отмечается отсутствие осадков в тех районах, где засуха в принципе не характерна. Наиболее сложная обстановка – это в республике Саха-Якутия. Там действует 208 очагов пожаров. В 5-километровых населенных пунктах зафиксировано 7 очагов пожаров. В 5 населенных пунктах, в том числе в самом Якутске, зафиксировано превышение ПДК, вредных веществ в атмосфере. Всего в зону задымления с начала пожароопасного сезона попало 107 населенных пунктов с населением свыше 490 тысяч человек. Из-за сильного задымления прекращалась работа аэропорта в Якутске, а также вводились ограничения судоходства на реке Лена. Для борьбы с пожарами в регион дополнительно переброшена авиация МЧС России. 3 самолета Б-200, 2 вертолета Ми-8 совершили 184 вылета, провели свыше 900 сливов, сбросили 5000 тонн воды. В настоящее время на территории республики активно работает группировка РС, в том числе силы МЧС России, Минобороны, ФБУ, авиалесохрана. Всего свыше 2300 человек, 2 единицы техники и 12 воздушных судов. Теперь о ситуации в республике Карелия, где также сохраняется сложная лесопожарная обстановка. 18 июля в результате перехода природного пожара в населенный пункт был уничтожен один нежилой дом и 3 хозпостройки. В целях предупреждения гибели людей проведена эвакуация. Всего было эвакуировано с их размещением в 4 ПВР. На сегодняшний день в пунктах размещения остается 90 человек. К вечеру 18 июля в черте населенного пункта был ликвидирован. Причина пожара может быть как и сухие грозы, которые в этом году были часто в Карелии, ну и так же, как и неосторожное обращение с огнем. В настоящее время сохраняются очаги горения вблизи поселка на площади 2 гектаров. Угрозы населенному пункту нет. Ситуация с лесными пожарами в республике остается сложной. По сравнению с прошлым годом отмечается кратный рост числа очагов. Но причины все те же. Сильная жара, отсутствие дождей, и в том числе это приводит и к падению увлажненности почвы. Все это приводит к росту числа площадей пожаров. Всего на территории республики продолжает действовать 35 очагов пожаров. Площадь активного горения составляет 11 гектаров. В непосредственной близости от населенных пунктов 2 очага. Угрозы населенного пункта нет. С 19 июля производится наращивание сил и средств РСЧС. В регион прибыла аэромобильная группировка МЧС России, Невский спасательный центр из Санкт-Петербурга, 13 единиц техники. К тушению лесных пожаров включено 4 вертолета Ми-8, также авиация Минобороны, также 3 пожарных поезда РЖД. С 20 июля начали прибывать дополнительные подразделения Рослесхоза. Основная задача до конца недели – локализовать действующие очаги пожаров и остановить рост площадей, так как со следующей недели мы ожидаем опять рост температуры. Владимир Ильич, по обстановке с природными пожарами в Челябинской области. В период с 8 по 12 июля в связи также с высокой температурой и усилением ветра свыше 20 метров на территории 3 районов Челябинской области вблизи населенных пунктов возникло 3 очага пожаров площадью до 14 тысяч гектаров. 9 июля произошел переход огня на 2 населенных пункта. В результате пожара огнем уничтожено 78 строений, к сожалению, в том числе 46 жилых домов. В связи с угрозой населенным пунктом была организована эвакуация 350 человек, в том числе 150 детей, которые были замещены в 5 ПВРах. В ликвидации последствий ЧС принимало участие 630 человек, 142 единицы техники. Привлекалась авиация МЧС, и 76-й, и Б-200, и вертолет Ми-8. 4 пожарных и 2 восстановительных поезда РЖД. В настоящее время на территории Челябинской области действующих очагов природных пожаров нет. Правительством области организована работа по оказанию помощи пострадавшему населению.
Владимирович, обстановка в целом остается сложной, и прогноз, к сожалению, неблагоприятным. Основные усилия МЧС России сосредоточены на защите населенных пунктов и объектов экономики от природных пожаров. В случае, когда угроза населенным пунктам снимается, МЧС России оказывает помощь подразделениям Рослесхоза и субъектовым лесопожарным формированиям. Доклад закончен. Хорошо. Пожалуйста, Николаев Александр Сергеевич. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите доложить о лесопожарной ситуации в Республике Саха-Якутия и мерах, принимаемых по тушению лесных пожаров. На сегодня на территории республики мы тушим пожары на общей площади 676 тысяч гектаров. Всего с начала пожароопасного периода потушено 365 пожаров на общей площади свыше 300 тысяч гектаров. Это в 1,5 раза больше по количеству и в 6 раз больше по площади, чем аналогичный период прошлого года. По сравнению с прошлыми годами в республике на месяц раньше, уже с самого начала июня, начал работать Федеральный резерв структуры Рослесхоза. Хотел бы отметить, что в этом году мы как никогда тесно работаем с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, получая от них постоянную поддержку и координацию действий. В разы увеличено количество Федерального резерва. Если посмотреть прошлый год, Владимир Владимирович, то у нас на территории за весь пожароопасный сезон отработало 280 специалистов. А сейчас в этом году нарастающим итогом уже 810 человек. Так привлечены силы парашютно-десантной службы Федеральной авиалесохраны, а также службы наземных и авиационной охраны лесов из 13 регионов Дальнего Востока и Сибири. В настоящее время на тушении пожаров у нас задействовано более 2300 человек. Это сотрудники лесопожарных формирований республики и Рослесоохраны, МЧС, привлеченное местное население и добровольцы. Работает 291 единица крупной тяжелой техники. На борьбу с лесными пожарами у нас объединяются жители республики, волонтеры, помощь оказывают предприниматели. Создан общественный добровольческий штаб, который действует в координации с оперативным штабом республики по тушению лесных пожаров. Люди по зову сердца, без всякого пиара, объединяются, организуются мобильные группы, и почти 300 человек уже у нас получили инструктаж и выехали на помощь на тушение лесных пожаров. Самое главное, чего нам удалось добиться на первом этапе, это благодаря скоординированной работе мы отстояли и не допустили перехода огня на территорию ни одного населенного пункта. Такой угрозе у нас с начала пожарного сезона уже подверглись 35 поселений в 14 районах республики. На сегодня прямой угрозы от лесных пожаров ни одному населенному пункту Якутии нет. Но при этом, конечно же, особое беспокойство доставляет задымленность. В этом году, как Евгений Николаевич сказал, уже более 100 населенных пунктов Якутии, в том числе столицы республики, подверглись нему. Люди страдают от дыма, от смога от пожаров. Для защиты здоровья жителей у нас даны поручения, идет постоянный мониторинг обстановки, информирование населения. Здравоохранение также оперативно реагирует на обращения граждан по поводу ухудшения здоровья. Пока, слава богу, таких обращений мало. Переломить ситуацию в Западной Якутии нам очень помогает авиация. Самая крупная группировка авиационная за все эти годы в составе 6 воздушных судов МЧС и 7 воздушных судов Министерства обороны работает. Работают самолеты Б-200 и Ил-76. Ими совершено в общей сложности 250 вылетов, осуществлено 1050 сбросов воды на горящие леса. Очень эффективно, Владимир Владимирович, работает самолет-зондировщик авиалесоохраны Ан-26 с установкой «Циклон», который помогает вызывать искусственные дожди. Я очень прошу, чтобы этот самолет у нас оставили в республике для работы хотя бы на 100 еще авиачасов в августе месяце. От имени всех жителей хотел бы поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за ту помощь и поддержку, которую мы получаем от вас и от правительства страны в такое тяжелое для нас время. Сложнейшая ситуация с природными пожарами у нас сложилась, конечно же, в первую очередь из-за небывало жаркой и сухой погоды. У нас в центральной части республики июнь 2021 года самый жаркий и самый засушливый за всю историю метеонаблюдений. У нас за июнь месяц при температурах 35-40 градусов выпало менее 2 мм осадков при норме 37 мм осадков. Конечно же, когда начались сухие грозы, с конца июня, они у нас сейчас продолжаются, у нас в день возникало до 75 пожаров одновременно на
территории практически 1,5 миллиона квадратных километров. Это вот центральная, западная, восточная Якутия. С учетом метеопрогнозов, сложная лесопожарная обстановка у нас будет оставаться и в августе месяце. Конечно же, мы будем сохранять необходимость комплекса мер по тушению пожаров. На текущий год у нас утвержденный план сначала был 290 миллионов рублей из федерального бюджета на тушение пожаров и мониторинг. Дополнительно из резервного фонда решения Михаила Владимировича Мишустина выделено сейчас 379 миллионов рублей. Средства направлены на тушение пожаров, на авиационный и наземный мониторинг. При этом, конечно, мы понимаем, что дополнительная потребность с учетом оценки ожидаемых фактических расходов у нас составит примерно еще плюсом 1 200 000 000 рублей, которые мы просим учесть до конца года по предоставлению нами соответствующей отчетности. Уважаемый Владимир Владимирович, учитывая сложную текущую и прогнозируемую лесопожарную обстановку, хотел бы просить вас оказать содействие в решении еще вот следующих вопросов. Несмотря на то, что по национальному проекту «Экология» каждый год мы получаем достаточно много техники, она сейчас нас просто выручает, тяжелой техники, есть у нас просьба о дополнительной поставке тракторов класса ДТ-75 с специализированным лесопожарным оборудованием, которые лучше всего показали вот в условиях лесных пожаров на территории Якутии в эти годы. В том числе можно было бы эту поставку сделать по программам развития Дальнего Востока. Об этом я вчера Юрию Петровичу Трутневу докладывал. Также на территории республики из 255 миллионов гектар земель лесного фонда, это огромная величина, 90% расположено в зоне авиационной охраны лесов на очень удаленных территориях. Из них, на них за последние 4 года зафиксировано более 3100 пожаров. И в целях повышения эффективности охраны лесов я предлагаю создать региональный лесопожарный центр в городе Якутске, по примеру того, который сейчас создается в Красноярском крае. Это позволит, конечно, нам повысить уровень охраняемой территории громадного лесного фонда авиационным способом. Уважаемый Владимир Владимирович, не могу остановиться на той проблеме, которую я вам докладывал в апреле 2020 года. Это вопросы методики по распределению субвенций из федерального бюджета для осуществления отдельных полномочий в области лесных отношений. Благодаря поручению сейчас премьер-министра Михаила Владимировича, Министерство природных ресурсов подготовило новую методику, так как старая вообще никуда не годилась. Еще раз повторю цифры. Мы по старой методике в этом году получили на защиту эксплуатационных и защитных лесов, на защиту, на их сохранение 6 рублей 10 копеек на 1 гектар. Тогда как в среднем по Дальнему Востоку эта цифра 28 рублей 80 копеек, а в среднем по стране 199 рублей. Конечно, при таком огромной территории, при таких цифрах, мы, конечно же, к сожалению, не можем удержать, вот особенности, когда идет вал пожаров, территорию от пожаров. Сейчас новая методика сделана. Я благодарен Минприроды, что наши предложения в целом учтены. Они направлены на учет нашей региональной особенности лесов в таежно-мерзлотной зоне со сложной транспортной инфраструктурой. Очень надеюсь, что новая методика будет рассмотрена и будет утверждена. Но, конечно же, Владимир Владимирович, я прошу, чтобы мы не занимались просто дележкой одного объема средств между регионами из года в год и не увеличивали объем. Все-таки я считаю, что назрела необходимость увеличения объема финансирования в целом на защиту лесов, величайшего достояния нашей России. Доклад закончен. Благодарю за внимание. Да. Александр Сергеевич, есть вот еще идея для субъектов с низкой плотностью населения и с большой площадью лесов передать полномочия в области лесных отношений на федеральный уровень. Как вы относитесь к этой идее? Мы, конечно же, поддерживаем такое предложение, Владимир Владимирович, потому что это огромная территория, конечно, она должна, ее защита решаться на федеральном уровне. Ну, давайте вот мы это пометим для себя. И я просил бы правительство подумать на этот счет и сделать свое предложение. Михаил Владимирович, пометьте, пожалуйста, с коллегами проработать. Принято, Владимирович. Да, с коллегами проработать и заложите мне. И я знаю, что у вас готовится поездка рабочая на Дальний Восток. Посмотрите, где конкретно можно было бы коллег собрать
поговорить на эту тему, ну и на все смежные темы, связанные с той проблемой, которую мы сейчас обсуждаем. Евгений Владимирович, мы тогда запланируем такое совещание. Да, спасибо. Да, пожалуйста, Парфенчиков Артур Олегович. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Действительно, ситуация в Карелии климатическая очень сложная. Мы даже по наблюдениям метеорологов впервые в республике переживаем такое явление, как атмосферная засуха. Но в целом до 12 июля у нас ситуация оставалась стабильной. Лесные пожары были зарегистрированы на этот день на площади 206 гектаров, что, в общем-то, соответствовало среднегодовым значениям. Это в том числе удалось сделать благодаря активному авиапатрулированию. Мы за июнь месяц, с начала июля, 4 самолетами осуществили более 800 часов налетов, где-то 17-20 часов в сутки. Но мы таким образом выработали весь федеральный ресурс денежных средств на этом направлении. Сейчас наша авиация летает за счет средств нашего резервного фонда. Но вот с 13 июля у нас прошел грозовой фронт, возникли сухие грозы со шквалистым ветром, и буквально за несколько дней у нас возникло 63 новых лесных пожара, и площадь увеличилась пожаров резко более чем в 10 раз. Конечно, были мобилизованы все наши силы в соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров. В кратчайшие сроки было задействовано 150 единиц техники, более 700 человек. Но ситуация осложнилась тем, вот Евгений Николаевич уже говорил о поселке Настиньярви, где мы пожар в воскресенье остановили фактически на границе поселка. У нас пожар также угрожал еще 4 поселкам. В том числе в одном поселке мы пожар уже остановили практически на заборах дворовых территорий. Но в целом мы не допустили утраты ни одного жилого строения, ни одного хозяйственного действующего строения. Но это заставило нас, конечно, очень серьезно переориентировать наши силы на противодействие направлению пожару на населенные пункты вот в ближайшие дни на прошлой неделе. И, конечно, мы здесь работали не только в плане направления пожара, но и возможных изменений ветра. Где-то, я уж скажу откровенно, мы действовали даже в ущерб, может быть, локализации пожара в направлении лесных массивов. Но считаю, что самая главная задача в первые дни предотвращения проникновения огня в населенные пункты была решена. Далее, с воскресенья начала поступать к нам федеральная помощь, в том числе и помощь из соседних регионов. На сегодняшний день у нас привлечены силы Архангельской и Мурманской области в количестве 31 человека, силы Федерального резерва Рослесхоза в количестве 25 человек, силы МЧС России в общем количестве 100 человек, 6 пожарных поездов, дополнительно привлекается еще 100 человек от Минобороны России. И с понедельника мы, собственно, начали локализацию территорий возникших пожаров. На сегодняшний час у нас действует уже 31 пожар. И сегодня нам впервые за последнюю неделю удалось стабилизировать площадь пожаров. Она сегодня уже не увеличилась и составляет 7200 гектаров. Я думаю, Владимир Владимирович, мы общими усилиями к вечеру субботы в целом закольцуем и локализуем все эти пожары. Тем более у нас, к сожалению, эта трехдневная передышка похолодания, она с воскресенья опять переходит в увеличение температурного режима, который по прогнозам метеорологов сохранится и на конец июля, и на начало, вернее, на весь август.
В связи вот с такой ситуацией мы просим оказать нам финансовую поддержку за счет резервного фонда правительства Российской Федерации, выделить дополнительные средства на авиапатрулирование, которое придется продолжать в очень таком активном режиме, и, собственно, на тушение пожара в размере 100 миллионов рублей. Мы соответствующие документы приняли о возможности максимального быстрого распределения этих средств, и мы полагаем, что вот выделение этих средств на этом направлении позволит нам в целом стабильно провести оставшуюся часть пожароопасного сезона. С точки зрения вот тех проблем, которые возникли в республике, хотел бы, уважаемый Владимир Владимирович, высказать ряд тоже предложений. Конечно, сегодня главная проблема с точки зрения действующей лесоохраны – это состояние кадров. Вот я сам побывал на нескольких пожарах, общался с сотрудниками лесоохраны. Но проблема известная, есть некомплект, есть старение оперативного состава, особенно высококвалифицированного. Ну, практически все руководители ликвидации лесных пожаров у нас, вот, где я побывал, это люди уже предпенсионного возраста. И, безусловно, вот, на наш взгляд, нужно предпринимать все меры в ближайшее время для того, чтобы усилить социальную защищенность, статус сотрудников лесоохраны. При этом, на самом деле, здесь не требуется большая численность. Мы понимаем, что, как правило, на пожаре для ликвидации конкретного очага пожара нужно несколько квалифицированных, опытных сотрудников, которые могли бы правильно и умело использовать те средства, которые мы сегодня направляем на ликвидацию пожаров от предприятий, в том числе от лесных арендаторов. Здесь, еще раз повторюсь, главная проблема, чтобы были люди, которые могли профессионально все и качественно это использовать. И, на наш взгляд, это сегодня главный вопрос. Конечно, есть позиции по техническому обеспечению, это и средства связи, и средства контролируемого наблюдения, те же самые квадрокоптеры. Но главное, еще раз повторюсь, на наш взгляд, это формирование профессионального такого элитного ядра органов лесоохраны. Тем более, на наш взгляд, мы сегодня имеем на это и соответствующие средства. Вы вот в 2017 году давали мне поручение по, собственно, наведению порядка в лесном хозяйстве Карелии. Я могу сказать, что мы очень активно поработали здесь с арендаторами и, собственно, вычистили тех, кто, на наш взгляд, действительно, на взгляд правоохранительных органов, скажем так, не совсем добросовестно относился к своим обязанностям. Сегодня у нас все арендаторы ответственные, и мы за 3 года в 2 раза увеличили поступление в бюджет арендных платежей, значит, от арендаторов. Если мы в 2017 году перечисляли в федеральный бюджет чуть больше 600 миллионов, то в прошлом году перечислили уже 1 300 000 000, а в этом году планируем перечислить 1,5 миллиарда. То есть, собственно, есть и источники, на наш взгляд, решения вот этих важных проблем. Ну и еще одно предложение. Я уже говорил о том, что мы в принципе отстояли вот эти 5 населенных пунктов, куда огонь подошел. И в целом взаимодействие между органами лесоохраны и МЧС здесь больших нареканий не вызывает. Конечно, были проблемы, но в таких боевых условиях все идеально не бывает. И тем не менее, мы вот и с Евгением Николаевичем обсуждали во время поездки его эту тему. Конечно, очень сложно обеспечить такое эффективное, гарантированное остановление огня, так сказать, непосредственно на территории, на границе периметра населенного пункта. Здесь есть соответствующие методические рекомендации, где, собственно, определяется 5 километров подступа пожара к населенному пункту. Но здесь нам представляется, что в данном случае, конечно, должно быть обеспечено очень жесткое единоначалие со стороны МЧС по всем тем мероприятиям, которые должны проводиться в рамках ликвидации пожара не при подходе к населенному пункту, а как можно дальше на его подступах. Здесь, в общем-то, должна быть единая скоординированная работа с единым штабом, который вот в таком случае, когда пожар угрожает населенному пункту, должен определяться на уровне штаба МЧС с подчинением всех необходимых ресурсов
техники, людей и сотрудников лесоохраны. Потому что, еще раз повторюсь, если мы не останавливаем огонь на подходе к населенному пункту, то, конечно, остановить всю эту стену огня непосредственно уже при подходе к поселку или к селу практически невозможно. И я предполагаю, что вот тоже обсуждали, что, конечно, вот здесь нужно было бы, может быть, правильно, нормативно как-то это более четко зафиксировать. Доклад закончен. Спасибо. Спасибо. Я сейчас к некоторым вопросам вернусь, которые вы затронули. А сейчас хотел бы попросить высказаться Алексея Леонидовича Текслера, пожалуйста, Челябинская область. Уважаемый Владимир Владимирович, на юге Челябинской области с мая по начало июля отсутствовали осадки, что привело к сильной почвенной засухе. В этих условиях 8 июля сформировались 3 очага пожара в сосновых барах на юге региона. Распространение пожара происходило при сильном ветре, порывами до 25 метров в секунду, температуре воздуха до 32 градусов. Эти условия 9 июля привели к образованию верхового пожара в виде так называемого огненного шторма. Я был на месте, видел эту стихию. В результате без преувеличения самоотверженных действий сотрудников МЧС, профессиональных пожарных, работников лесной службы, членов добровольных пожарных команд, казаков, волонтеров, не был допущен переход огня на 8 населенных пунктов, которые были под угрозой, порядка 1800 жилых домов. К сожалению, не удалось сдержать огонь в поселке Джабык, где он зашел на территорию в 6 местах, и в станционном поселке Запасное, где жилые строения загорались от пламени верхового пожара. В результате в 2 населенных пунктах сгорело 78 строений, включая жилые дома, дачи, хозяйственные постройки. В ходе разборки завалов обнаружен погибший. В настоящее время ведутся следственные действия. 12 июля пожар был полностью ликвидирован на 14 тысячах гектарах лесного фонда. Сейчас на территории региона пожаров нет. К тушению было привлечено 632 человека, 142 единицы техники, включая 3 воздушных судна МЧС России. 9 июля в области был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Всего было эвакуировано 350 человек, включая детей из детского оздоровительного лагеря. И по вашему поручению, Владимир Владимирович, с 14 июля 102 ребенка, у которых прервалась смена, отдыхают в детском центре «Смена» в Анапе и Международном детском центре «Артек» в Крыму. Спасибо за это ваше предложение. Мы все быстро организовали, все помогали нам в этой работе. Спасибо огромное. В настоящее время усилия правительства Челябинской области направлены на оказание всех форм социальной помощи пострадавшим жителям поселков Джабык и Запасное. Выплачено единовременное пособие по 10 тысяч рублей на неотложные нужды. Оказывается материальная помощь в размере 50 и 100 тысяч рублей в связи с частичной и полной утратой имущества. И самое главное, Владимир Владимирович, вы поручали максимально быстро организовать восстановление пострадавших домов и инфраструктуры. Докладываю, инфраструктура восстановлена полностью. В субботу, 17 июля, встречался с жителями, которые лишились домов и построек, обсудили с людьми варианты восстановления жилья. Работу уже начали. Вчера первые 19 домов передали в стройку. На месте постоянно работает комиссия регионального Минстроя и застройщики. Строители уже развернули базу, с людьми согласованы варианты планировок домов. Поставлена задача до октября месяца, то есть до холодов, завершить стройку. Все вопросы по социальной поддержке пострадавших и восстановлению жилья находятся на моем постоянном личном контроле. В связи с этим, позвольте, Владимир Владимирович, обратить внимание на следующую проблему. Коллеги, в принципе, мои обозначили. В настоящее время мы готовимся к президиуму Госсовета по вопросам межбюджетных отношений. В том числе разбирали ситуацию и с финансированием полномочий в части лесных отношений. Они, как известно, переданы регионам, и их финансирование должно осуществляться за счет субвенций федерального бюджета. Есть проблема, это дефицит
финансирования, отсутствие ежегодной индексации субвенций, регионы дополнительно выделяют собственные средства, но и этих средств не хватает для полноценной организации, в первую очередь, противопожарных мероприятий. Есть кадровая проблема, она действительно серьезная, я сейчас останавливаться не буду, просто подтверждаю, что эта проблема есть, мои коллеги ее уже обозначили. Поэтому, Владимир Владимирович, прошу поручить системно посмотреть на эту ситуацию и по возможности увеличить федеральное финансирование по этому направлению. Спасибо, доклад окончен. Хорошо. Если нет каких-то дополнительных информаций и предложений, то тогда нет, коллеги? Нет. Значит, я вот что хотел бы сказать. Я прошу вместе с правительством, администрацию подготовить ряд поручений на этот счет, которые должны отражать то, что мы сейчас обсудили, и те предложения, которые прозвучали от коллег. Что имеется в виду? Вот начну по порядку. Это обеспеченность и дополнительные поставки тяжелой техники, там, где это уже сегодня необходимо. Значит, продолжение создания региональных центров. Вот Александр Сергеевич предложил это сделать в Якутске. Ну, пожалуйста, надо просто посмотреть, где он наиболее будет востребован в целом. Значит, внедрение новой методики, она уже на оказание помощи и поддержки финансовой регионам. Ну, я так понял, что она уже сделана, подготовлена методика. Нужно просто отследить, чтобы она исполнялась и внедрялась активнее. Значит, конечно, нужно оказать помощь регионам в дополнительном финансировании там, где это нужно сегодня. Вот как руководитель Карелии говорил, средства закончились уже, да, а самолеты должны летать. Значит, вот это нужно сделать обязательно. Конечно, более системный вопрос – это кадровое обеспечение, но тоже в поручении надо отразить и заниматься этим уже на системной основе. Ну и, наконец, передача на федеральный уровень полномочий в области лесных отношений от субъектов с низкой плотностью населения и с большими площадями лесов. Значит, ну и, конечно, вот о чем Алексей сейчас сказал, это нужно обязательно довести до конца все вопросы, связанные с поддержкой пострадавших. Имеются в виду выплаты, которые людям полагаются в возведение новых жилых строений вовремя. И, конечно, нужно до холодов постараться это сделать. И вот еще что. Надо посмотреть на возможное увеличение, привлечение сил и средств Министерства обороны. Сергей Кожугетович, по моему указанию, уже занимается этим, в том числе на Дальнем Востоке и в Якутии. Нужно, чтобы министр МЧС провел такую дополнительную оценку. Там, где нужно, необходимо увеличить и группировку самого министерства по чрезвычайным ситуациям, и с коллегами из Минобороны согласовать. Если что-то нужно, доложите мне, пожалуйста. Министр обороны знает об этом. Министерство обороны готово к организации дополнительной помощи. Нужно только это своевременно и в полном объеме оценить, что нужно сделать. Я прошу еще раз администрацию и правительство подготовить этот перечень поручений. Давайте теперь поговорим по другому вопросу, который я обозначил для сегодняшнего нашего обсуждения. Это о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией и с тем, как организована сегодня работа по борьбе с ней, в том числе это касается и вакцинации. Пожалуйста, прошу. Татьяна Алексеевна. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, добрый день. Хочу доложить о ситуации, которая сейчас складывается с распространением новой коронавирусной инфекции. К сожалению, она остается напряженной. По итогам прошедшей недели зарегистрировано 174,2 тысячи случаев заболевания. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 118,7. Хотя это практически уровень прошлой недели, но тем не менее в большинстве субъектов ситуация, как я сказала, остается напряженной. Доля случаев, которые зарегистрированы в Москве, у нас снизилась до 18,6%. Когда я докладывала в прошлый раз, это было 29,6%. На втором и третьем местах у нас по-прежнему находятся Московская область и Санкт-Петербург. Доля других субъектов Российской Федерации по уровню заболеваемости возросла до 63,5%.
В прошлый раз это было 52,1%. То есть это свидетельствует о том, что заболеваемость смещается из центральных и столичных регионов в другие регионы страны. В 67 регионах заболеваемость растет, в 10 отмечается некоторое снижение. Сохраняется устойчивая тенденция превышения среднероссийских уровней заболеваемости в 38 регионах страны, а если исключить из этого счета Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, то рост заболеваемости выше среднероссийских показателей наблюдается в 50 регионах страны. Отмечу, что по различным категориям населения ситуация разная. Наблюдается снижение доли заболевших среди медицинских работников. Это та категория медицинских работников, которую мы раньше всех начали вакцинировать. По остальным категориям работников ситуация следующая. Незначительный рост заболеваемости наблюдается среди офисных работников. Рост заболеваемости в 2,5 раза, 3 раза среди вахтовиков. Рост также наблюдается серьезный, почти в 2 раза, среди работников пищевой промышленности. Минимальные показатели зарегистрированы сегодня среди работников сельского хозяйства и работников детских летних оздоровительных лагерей. Поэтому я еще раз хочу обратить внимание работодателей на необходимость соблюдения принятых санитарно-эпидемиологических мер и вакцинации сотрудников. Мы также продолжаем контролировать соблюдение нашими регионами уровней тестирования, которые являются основным фактором профилактическим с точки зрения выявления заболеваемости. На прошедшей неделе среднероссийский показатель составил 344,3 на 100 тысяч населения. Число регионов, в которых не соблюдается установленный уровень, сократилось до 4, было в 13. Это там, где не выдерживается нормативный уровень, это Пензенская, Смоленская области, Ненецкий автономный округ и Еврейская автономная область. Масочный режим на сегодняшний день сохраняется во всех регионах страны. В 66 регионах сохраняются ограничительные мероприятия для граждан старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями. В 19 регионах такой запрет снят, и в 5 из них, где запрет снят, мы фиксируем превышение среднероссийских уровней заболеваемости. Среди этих регионов Республика Крым, Новгородская, Костромская области. В 71 регионе запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания в ночное время. За последнюю неделю запрет вновь введен в Забайкальском крае. Не запрещены массовые мероприятия и работа общепита в ночное время в 14 регионах. В 4 из них заболеваемость за последнюю неделю превышает среднероссийский уровень. И в этой связи я бы хотела обратить внимание регионов еще раз на необходимость при принятии решения о проведении массовых мероприятий руководствоваться постановлением главного государственного санитарного врача, изданным 7 июля 2021 года, которое определяет критерии оценки эпидемиологической ситуации и рекомендует их регионам для проведения массовых мероприятий. Теперь о вакцинации. На сегодняшний день вакцинация идет активно, российские вакцины работают, случаев поствакцинальных осложнений не отмечается, побочные явления, как правило, ограничиваются местной реакцией и в отдельных случаях кратковременным повышением температуры. На вакцинацию вырабатывается иммунный ответ, и в случае, даже если после вакцинации человек заболел, то заболевание протекает в легкой форме. На сегодняшний день вакцинировано 33,6 миллиона человек первым компонентом, и 22,6 миллиона человек из них получили оба компонента, то есть полностью вакцинированы. Наибольшую долю от числа вакцинированных составляют лица в возрасте старше 60 лет, это 31,4%, на втором месте граждане 40-49 лет и на третьем 30-39 лет. Самый низкий процент вакцинации наблюдается у граждан в возрасте 18-29 лет. В 32 регионах, как мы вам докладывали, введена обязательная вакцинация так называемых групп риска, то есть граждан, которые по роду своей профессиональной деятельности сталкиваются с большим количеством людей.
За последнее время темп вакцинации в Российской Федерации увеличился почти в 2 раза. Наиболее близкий к достижению коллективного иммунитета или показателя 60%, которые мы обсуждали с вами, когда начинали массовую вакцинацию населения в Российской Федерации, с учетом вакцинированных, переболевших, перенесших заболевания в бессимптомной форме, 17 регионов страны. Это Москва, Санкт-Петербург, республики Тыва, Карелия, Бурятия, Калмыкия, Алтай, Саха-Якутия, Коми, Московская, Белгородская, Сахалинская, Магаданская, Архангельская, Мурманская области, Чукотские и Малоненецкие автономные округа. При этом я хочу сказать, Владимир Владимирович, мы вам докладывали об этом на прошлом совещании. Перед всеми регионами в соответствии с поручением, данным председателем правительства, стоит задача наращивать темп вакцинации. Мы определились, что мы должны двигаться к достижению коллективного иммунитета на уровне не менее 80%. И такую задачу по прививке хотя бы первым компонентам ставим к 1 ноября 2021 года. Имея в виду в том числе и необходимость проведения повторной вакцинации и вакцинации переболевших после того, как прошло 6 месяцев. Хочу сказать, что темпы вакцинации в регионах различаются. Сегодня абсолютными лидерами по числу вакцинированных на 100 тысяч населения являются Краснодарский край, Московская, Тульская, Ростовская, Липецкая, Смоленская области, Республика Хакасия, Мордовия, Республика Адыгея, город Москва, Чеченская Республика. Как я уже отмечала, вакцинация идет активно, но в отдельных регионах отмечаются очереди в вакцинальных пунктах, и есть запись на вакцинацию на предстоящие несколько дней или неделю. И в этой связи, уважаемый Владимир Владимирович, я хотела бы проинформировать вас и уважаемых коллег о том, что мы в правительстве и под председательством председателя правительства и моим отдельно провели совещание с производителями. Коллеги планируют, что в июле-сентябре этого года будет введено в гражданский оборот более 67 миллионов комплектов и доз вакцины, в том числе с сегодняшнего дня. В июле 12,7 миллиона, в августе 24,3 миллиона и почти 30 миллионов в сентябре. Эти объемы нам позволят вакцинировать тех, кто не прививался, а также обеспечить повторную вакцинацию тех, у кого с момента первой вакцинации или болезни прошло более 6 месяцев. Мы ведем активную работу с регионами страны, знаем, что регионы готовы прививать большое количество, разворачивать дополнительные вакцинальные пункты. Сегодня буквально я проводила совещание с нашими коллегами, и мы договорились о том, что отработаем планы, графики вместе с Минздравом, Минпромторгом и регионами по определенности с точки зрения поставки вакцин с глубиной 18 дней, чтобы коллеги могли спокойно планировать то, что они будут предполагать в ближайшее время. Полагаю, что за ближайшую неделю мы такие графики сделаем. Отдельно хочу остановиться вот еще на чем. Мы часто слышим, в том числе и из средств массовой информации, и из социальных сетей, и от граждан по поводу того, надо ли делать повторную прививку, если есть антитела после первой вакцинации или болезни, и какой уровень антител достаточен. И в этой связи я еще раз хочу разъяснить, что согласно имеющимся исследованиям, устойчивый иммунный ответ у людей, переболевших коронавирусом или вакцинированных, сохраняется в среднем 6 месяцев, к 9-12 месяцам защита постепенно ослабевает. Поэтому в период эпидемического подъема заболеваемости, в котором мы сейчас находимся, Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинироваться через 6 месяцев. Это касается как переболевших, так и тех, кто ранее сделал прививку. После достижения коллективного иммунитета в отсутствие эпидемического подъема заболеваемости можно перейти на вакцинацию один раз в 12 месяцев. Такой же тактики сейчас придерживается и большинство европейских стран, и принимают соответствующие решения.
И еще я хотела бы проинформировать или напомнить, возможно, всем коллегам, что с начала пандемии у нас работает бесплатная федеральная горячая линия 8 800 2112, на которую еженедельно поступает порядка 80 тысяч звонков. Сейчас, конечно, на первом месте это вопросы вакцинации. Наши специалисты консультируют граждан по всем вопросам, которые связаны с ковидом, не только с вакцинацией. И в этой связи хотела вас заверить в том, что, несмотря на все сложности ситуации, мы и на федеральном уровне, и на уровне регионов совместно работаем. И очень надеюсь, что выполним поставленные вами задачи. Спасибо. Хорошо. Я, конечно, все вижу, что происходит. Мы с вами постоянно обсуждаем эти вопросы, чуть ли не каждый день. И, конечно, идет большая работа по информированию населения. Но все-таки получается, практика, жизнь показывает, что этой информированности недостаточно. Как это ни странно, тем не менее это так. Я вот уже говорил на прямой линии, что у нас прививки против COVID-19 не включены в общенациональный прививочный план. Это значит, что прививка против COVID-19 не носит обязательного общенационального характера. Но в соответствии с законом 1998 года губернаторы, руководители регионов по рекомендациям главных санитарных врачей имеют право вводить обязательную вакцинацию в случае резкого повышения заболеваемости по отдельным категориям граждан. И многие губернаторы именно этим правом и воспользовались. Но нужно, чтобы люди об этом знали, во-первых. Во-вторых, нужно, чтобы знали, кто по каким соображениям не подлежит вакцинированию в соответствии с состоянием здоровья, скажем. Нужно просто об этом почаще говорить и как можно шире эту информацию распространять. Здесь нужно, безусловно, следить за правами тех людей, которые озабочены вот этой кампанией в связи с имеющимися у них какими-то хроническими заболеваниями, которые не дают возможности поставить эту прививку. Значит, и вот это второе. Третье, очень важная составляющая всей этой совместной работы, мы с вами совсем недавно об этом говорили, нужно еще раз вернуться к вопросам логистики и распределения. Вот, помните, сейчас не буду называть этот регион, в одном из регионов ко мне приходит информация от людей, приходят на прививочный пункт, говорят, все, закончилось, приходите в течение месяца. Но в то же время, вы мне докладывали об этом, на складах этого субъекта федерации есть вакцина. И уже, значит, отгружается вторая партия. Да, допустим, это ведомственное учреждение, где закончилась вакцина, но на складе это есть. Если люди туда приходят, значит, нужно это просто своевременно распределять. Все это можно сделать. Нужно только, чтобы на региональном уровне руководители регионов лично занимались этим вопросом. Лично и постоянно. Вот тогда будет нужный нам результат. Я знаю, что вы регулярно проводите совещания. Я попрошу и помочь вам и со стороны администрации, чтобы полпреда подключались поактивнее к этой работе. Нужно, чтобы в каждом субъекте федерации, исходя из реально складывающейся ситуации с эпидемией, чтобы в каждом субъекте все было разложено по полочкам и, главное, доведено до граждан, до людей. Вот это нужно обязательно сделать. Ни в коем случае нельзя расслабляться. То, что там происходит в одном месте, что-то закрывается, в другом открывается. Ну что же, это у нас страна большая. Практически все страны мира идут по этому пути. В каждом отдельном регионе, на каждой территории своя ситуация. И в зависимости от этой ситуации принимаются соответствующие решения. Нужно только своевременно людей информировать об этом, имея в виду соблюдение их прав и их, отвечая на их озабоченности. Вот нужно эту работу наладить более тонко, я бы сказал. И прошу вас не упускать это из виду. Михаил Альбертович, есть что добавить? Да, Владимир Владимирович, я хотел проинформировать по ситуации по борьбе с коронавирусом в части касаемо оказания медицинской помощи.
мы видим, что прирост заболеваемости сохраняется, но темпы прироста снизились на последние недели. Тем не менее, под наблюдением медицинских работников находится 889 тысяч пациентов. Из них 77% это пациенты, получающие помощь в амбулаторных условиях. 198 тысяч человек госпитализировано, и прирост этот по госпитализированным пациентам составил 3,8% за прошедшую неделю. Мы развернули 232 тысячи коек, достаточное количество, 18,5% имеется резервного фонда, и в структуре госпитализированных преимущественно находятся пациенты тяжелой степени, стадии тяжелого течения и средней степени тяжести. При этом мы видим, что сейчас среди заболевших количество пациентов, нуждающих в реанимационной защите, несколько возросло. Всего сегодня в реанимациях находится 5200 человек, нуждающихся в реанимационной защите. Достаточное количество и аппаратов ИВЛ, и реанимационных коек, запас пятикратный. Последний месяц мы констатируем, что среди лиц молодого возраста количество заболевших стало больше в структуре. По пациентам же старшего возраста, с учетом еще и вакцинации приоритетной, которую мы проводили весной, эта защищенность выше. Те, кто из лиц старше 60 лет прошли вакцинацию и болеют, единичные фактически случаи, и защищены они. Молодые люди, те, которые заболевают, так же, как и старшего возраста люди, с первого дня фактически должны начать противовирусную терапию. Для этого правительство выделило дополнительно в регионы 2,5 миллиарда рублей на амбулаторное обеспечение лекарственными препаратами. Все средства доведены до субъектов. И сегодня получить лекарственный препарат за счет средств федерального бюджета доступно. Мы продолжаем мониторинг обеспечения пациентов. Необходимо отметить, что активно продолжается выезд федеральных специалистов в регионы, и за последнюю неделю выезжали и в Карелию, и Ямало-Ненецкий автономный округ, Бурятию, Курганскую область. Я хотел поблагодарить и Министерство обороны, они помогают нам сегодня в Хакасии. Кроме того, по вашему поручению, Владимир Владимирович, выделены правительством дополнительные средства, 85 миллиардов рублей, для поддержки региональных систем здравоохранения в части оплаты услуг в системе обязательного медицинского страхования. В рамках реализации программы модернизации первичного звена мы приоритет поставили на смещение именно того оборудования закупки, которое нужно сегодня именно при оказании медицинской помощи. В частности, 50 аппаратов компьютерной томографии законтрактованы и поставляются сегодня в регионы. Несмотря на сложную ситуацию, мы системно проводим в том числе модернизацию инфекционной службы. Правительством выделено 5,7 миллиардов рублей для обновления лабораторной службы. В регионах мы выпустили новые правила лицензионные, которые обеспечивают не только по коронавирусной инфекции, но и диагностику многих, практически всех заболеваний, встречающихся на территории Российской Федерации, и тех, которые могут быть завезены из-за пределов. Плюс софинансирование регионов 1,4 миллиарда рублей, тем самым нам позволяет сегодня значимо улучшить материально-техническую базу, диагностическую медицинских организаций. Ну и по вашему поручению хочу доложить по диспансеризации населения, особенно в первую очередь расширенной диспансеризации для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Правительством выделено дополнительно 6 миллиардов рублей для углубленной диспансеризации, внесены все изменения в нормативно-правовые документы, и 67 регионов начали сегодня проводить диспансеризацию этой категории пациентов. В
29 субъектах мы пока не рекомендовали начинать эту диспансеризацию в связи с эпидемической ситуацией до стабилизации и для того, чтобы нагрузка на медицинских работников была адекватная. Мы обратились в том числе к руководителям субъектов и медицинских организаций, сейчас отпускной период, для того, чтобы равномерно дозировался список медицинских работников, которые уходят в отпуск для того, чтобы обеспечить круглосуточную помощь, в том числе на амбулаторном этапе медицинскую помощь. В том числе мы направили студентов, проходящих медицинскую практику, ординаторов, для того, чтобы помогали в том числе и работе в вакцинальных бригадах. Доклад закончил. Спасибо за внимание. Хорошо, спасибо. Так, текущую работу, конечно, нельзя забывать обязательно. Вот то, что вы про диспансеризацию сказали, чрезвычайно важная составляющая всей нашей работы. Спасибо. Виктория Валерьевна, что у нас происходит с динамикой цен на продовольствие? Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, правительство на постоянной основе осуществляет мониторинг и отслеживает динамику цен на потребительские товары и услуги. И в частности о ситуации с ценами на продовольственном рынке, которая складывается, мы еженедельно на оперативных совещаниях докладываем Михаилу Владимировичу. Система мониторинга цен на продовольствие организована сегодня Министерством экономического развития вместе с Министерством сельского хозяйства, Минпромторгом, налоговой службой и Росстатом. По результатам мониторинга принимаются необходимые решения. Так, в целях стабилизации ценовой ситуации на сахар и на подсолнечное масло в декабре 2020 года были заключены соглашения о принятии мер по стабилизации цен на эти продукты. В соглашениях были зафиксированы предельные цены производителей. Сахар 36 рублей за килограмм, бутилированное масло подсолнечное 95 рублей за литр, а также предельные цены в рознице. Сахар 46 рублей за килограмм, бутилированное масло подсолнечное 110 рублей соответственно. В настоящее время соглашение по сахару уже прекратило свое действие, но мы держим руку на пульсе и фиксируем, что цены остаются стабильными. Соглашение по маслу продолжает свое действие до 1 октября текущего года. Дополнительно для поддержки производства и реализации масла подсолнечного и сахара белого в организациях розничной торговли, что важно, при условии неповышения цен, правительством выделено дополнительно 9 миллиардов рублей. Еще одна мера, которая принята правительством для стабилизации ситуации с сахаром, это мера по беспошлинной квоте на ввоз сахара белого в нашу страну. Объем 350 тысяч тонн. На сегодняшний день мы уже ввезли 37 тысяч тонн сахара, который приобретен в основном кондитерскими предприятиями. В целях недопущения повторения ситуации с нехваткой сырья, в этом году мы увеличили посевные площади под сахарную свеклу на 90 тысяч гектаров. Планируется собрать 426 тысяч тонн этой культуры. Для обеспечения отечественных предприятий доступным сырьем принят ряд мер таможенно-тарифного регулирования. В частности, установлены повышенные ставки вывозных таможенных пошлин на семена подсолнечника и на рапс. А при экспорте подсолнечного масла с 1 сентября текущего года по 31 августа следующего года будет взиматься плановая вывозная 70% пошлина с разницей между базовой ценой в $1000 США за тонну и индикативной ценой, уменьшенной на величину корректирующего коэффициента в $50 США за тонну. Все принятые правительством меры позволили обеспечить физическую доступность сахара и масла подсолнечного для нашего населения и позволили удержать цены, и, что очень важно, позволили сохранить необходимые объемы производства. Еще одна группа, где наблюдался рекордный рост цен, это зерновые. Поскольку данная группа тесно связана с производителями муки и хлеба, производителями кормов для животных, а также с производителями продукции животноводства и птицеводства, правительством принимались комплексные меры, направленные на стабилизацию всех перечисленных участников отрасли. Так, в отношении зерна были приняты меры таможенно-тарифного регулирования, была установлена квота на экспорт зерна в размере 17,5 миллионов тонн, были введены повышенные вывозные таможенные пошлины на пшеницу, рожь, ячмень и кукурузу. Со 2 июня текущего года введена гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. В отношении пшеницы при мировой цене до $200 за тонну пошлина взиматься не будет. При цене, превышающей $200 за тонну, пошлина составит 70% от разницы мировой и этой базовой ценой. Для ячменя и кукурузы индикатор установлен на уровне $185 за тонну. Принятые меры позволили стабилизировать цены на зерно в начале текущего года и снизить их к середине этого года.
Важным решением при введении повышенных таможенных пошлин на зерно было обязательство государства вернуть все дополнительно полученные в бюджет средства сельхозтоваропроизводителям. За период с 15 февраля по 9 июля текущего года объем дополнительных доходов федерального бюджета, полученных от увеличения вывозных таможенных пошлин в отношении зерновых культур, составил 15,4 миллиарда рублей. В текущем году правительством также были оказаны меры государственной поддержки в размере 4,7 миллиарда рублей предприятиям хлебопекарной и мукомольной промышленности при условии неповышения цен на муку и хлеб. В размере 1 миллиард рублей птицеводческим предприятиям. Владимир Владимирович, второй год мы пристально следим за ситуацией с ценами и физической доступностью гречки. В целях недопущения дефицита и стабилизации цен на гречку принято решение о временном запрете на ее вывоз из страны до 31 августа текущего года. Хочу подчеркнуть, что запасов гречневой крупы достаточно для удовлетворения потребностей населения и дефицита крупы нет. Наконец, третья группа товаров, которые находятся в фокусе нашего пристального внимания. Это томаты, огурцы и овощи борщевого набора. В этом году они серьезно подорожали. Эти товары имеют сезонные колебания цен и каждый год поднимаются в цене в зимне-весенний период, вплоть до сбора нового урожая. Но в этот раз цены поднялись очень сильно, превысив показатели аналогичного периода прошлого года. В этом году торговле пришлось раньше переходить на импортные овощи, а они были дороже обычного в связи с повышением цен на продукты на мировом рынке. Сейчас в ряде регионов аграрии уже приступили к сбору овощей. Нужно, чтобы ранние отечественные овощи максимально быстро и без посредников поступали в продажу. Так мы быстро насытим рынок своими овощами и обеспечим снижение цен. Для успешной реализации этой задачи нужно соединить сельхозтоваропроизводителей, торговые сети и максимально широко использовать форматы нестационарной торговли. Эту работу мы начали вместе с партией «Единая Россия». С крупными торговыми сетями у нас есть взаимное понимание, что необходимо оперативно транслировать снижение закупочных цен на полку. Создание условий для сбыта продукции в остальной рознице, прежде всего через малые форматы торговли, полностью находится в руках региональных и местных властей. Правительством подписаны распоряжения о неотложных мерах по поддержке малого торгового бизнеса. Согласно этому распоряжению, регионам было поручено увеличить количество малых форматов торговли, рынков, ярмарок, объектов нестационарной торговли, специально отведенных мест торговли для населения, упростить регуляторику и создать максимально комфортные условия для малого и среднего бизнеса. В развитии этого распоряжения руководителям регионов указано на необходимость незамедлительно увеличить количество ярмарок минимум в 2 раза. И такие возможности в стране есть. На это сейчас нужно сделать особый упор, чтобы новый урожай овощей попал на рынок и был доступен населению в максимальном ассортименте по доступной цене. Ярмарки возможно организовать максимально быстро и в любых самых удобных для покупателей и предпринимателей местах, в том числе у метро, у железнодорожных и автобусных станций, на городских и сельских площадях, возле магазинов торговых сетей, торговых центров, супермаркетов и гипермаркетов. В общем, везде, где есть высокий покупательский трафик, и где покупателям удобно будет купить товар, а продавцам привезти и продать его, в том числе дачникам, садоводам, личным подсобным хозяйствам. Владимир Владимирович, мы обращаемся к вам с просьбой дать поручение главам регионов взять эту работу под личный контроль. Такая совместная работа правительства, регионов и партии «Единая Россия» позволит к сентябрю существенно улучшить ситуацию с овощами борщевого набора. Благодарю за внимание. Да, я согласен. У вас с Федеральной антимонопольной службой налажен контакт? Нормальный? Нормальный контакт. Коллеги работают, следят за товаропроводящей цепочкой. Да, нужно, чтобы они активнее мониторили ситуацию в торговых сетях. И, конечно, согласен с вами, и руководители регионов, Минпромторг должен активно к этому тоже подключиться. Должны создавать условия для прямого доступа сельхозпроизводителей до торговых точек, до торговых мест. Создавать их нужно. Ярмарки, там как угодно можно назвать, но активнее работать. Вот есть еще один вопрос, связанный с нашим сотрудничеством с республиками Средней Азии, с другими бывшими республиками Советского Союза. Как здесь работа налажена? У них ранние овощи, ранние фрукты в большом количестве. Мы и подешевле, кстати, подешевле, чем в Европе, кстати сказать. Наладили эту работу, Владимир Владимирович. При условии, что все фитосанитарные требования соблюдаются, мы эту продукцию, конечно, пускаем на наши рынки. И точно так же ее могли бы доставлять, минуя посредников, вот в эти формы торговли, в том числе на нестационарную торговлю.
Понятно, что фитосанитарные нормы нужно соблюдать, только ни в коем случае нельзя допустить, чтобы фитосанитарные нормы использовались как рычаг для того, чтобы отдавливать конкурентов на рынке, не пускать товар на наш рынок. Вот о чем речь. Повнимательнее нужно за этим посмотреть. Там большой объем. И качество хорошее, и объем большой. Соответственно, и влияет в нужное направление на цены. Обязательно посмотрите на это. Хорошо? Договорились? Хорошо. А в целом с предложениями с вашими согласен. Вот мы когда говорили про ситуацию с ковидом и борьбой с ним, там есть еще один вопрос, связанный с работой в отдельных регионах, где вводятся ограничения, с работой торговых площадок, различных малых и средних предприятий в сфере торговли, обслуживания. Здесь есть разные предложения на этот счет. Максим Геннадьевич, какие идеи есть по дополнительной поддержке? Да, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, как уже Татьяна Алексеевна сказала, ситуация с ковидом действительно от региона к региону неоднородна, и может возникнуть необходимость введения на отдельных территориях дополнительных, более жестких ограничений, которые связаны уже с прямым приостановлением деятельности бизнеса на какой-то срок. И важно, чтобы на период таких краткосрочных ограничений предприниматели, деятельность которых ограничена, получили бы государственную поддержку. Поэтому предлагаем для таких случаев предусмотреть предоставление краткосрочных безвозмездных грантов субъектам малого и среднего бизнеса, деятельность которых будет приостановлена из-за вот этих временных региональных ограничений. В зависимости от ситуации на местах, это могут быть предприятия из индустрии культуры и отдыха, общепита, торговли, гостиничного бизнеса, иногда бывают транспортные ограничения, значит, и бытовые услуги. И, Владимир Ильич, предлагаем также, значит, приравнять к МСП здесь и социально ориентированные некоммерческие организации, которым мы также, как и МСП, помогали активно в прошлом году, то есть полностью вот эту практику сохранить. Значит, чуть подробнее о том, как мог бы выглядеть этот порядок. Регион на основе предписания главного санитарного врача принимает решение о введении ограничений в конкретном муниципалитете или группе муниципалитетов. Это решение фиксируется на оперативном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой. По оценкам экспертов, 2 недель ограничений, как правило, достаточно, чтобы стабилизировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию. Поэтому размер гранта предлагаем рассчитывать, исходя из половины МРОТ на каждого сотрудника за 2 недели ограничений. Если сроки ограничений будут продлены, то, соответственно, размер гранта будет увеличиваться пропорционально вплоть до 1 МРОТа на сотрудника. Значит, третьим моментом МСП, соответственно, и на социально ориентированные некоммерческие организации, чья деятельность приостановлена в этих муниципалитетах, обращаются за грантом в налоговую службу. Заявление можно отправить через личный кабинет налогоплательщика, оператора электронного документооборота или просто по почте. Но это та практика, которая у нас была отработана в апреле-мае прошлого года, когда налоговая служба очень эффективно эти гранты, значит, довела до предприятий. Налоговая служба проверит соответствие предпринимателям требованиям, которые в законодательстве установлены, и сформирует реестр для перечисления средств и передаст его в казначейство для выплаты. Грант будет зачисляться на счет предпринимателя не позднее 7 рабочих дней с момента подачи заявления. Мы в целом практически полностью уже с ФНС порядок, так сказать, проработали и все вопросы согласовали, понимаем, как все это администрировать. Поэтому, Владимир Владимирович, если вы сегодня поддержите это предложение, мы в кратчайшие сроки документы завершим подготовку и представим в правительство. Да, конечно. Разумеется, поддержу. Вопрос только вот какой еще нужно обязательно отметить для себя и проработать. Тесная координация должна быть налажена между правительством и регионами, с тем, чтобы регионы не так, как захочется, вводили эти ограничения, так, а со смыслом, информируя своевременно об этом правительство, не ожидая, что правительство щедрой рукой сеятеля будет раздавать направо и налево меры поддержки. Вот это, конечно, нужно это делать, надо поддерживать, безусловно, они востребованы и нужны сейчас, но координация с регионами должна быть налажена. Сделаем, Владимир Ильич? Договорились. Да, договорились. Спасибо большое. И, пожалуйста, о выплате на детей к Новому
учебного года по 10 тысяч. Котяков Антон Олегович. Мы уже говорили совсем недавно, но я бы хотел послушать еще раз, как двигается работа по организации вот этих выплат. Уважаемый Владимир Владимирович, по вашему поручению ведется подготовка к началу выплат на детей школьного возраста. 2 июля вами подписан указ, после чего оперативно были подготовлены и приняты постановление правительства и о порядке предоставления выплаты и распоряжение о выделении средств для ее осуществления. Это 204 миллиарда рублей. Помощь к началу учебного года смогут получить семьи, в которых растут свыше 20 миллионов детей в возрасте от 6 до 18 лет. При этом, как вы и поручали, сделано исключение для детей с ограниченными возможностями здоровья. Если такие ребята в возрасте от 18 до 23 лет продолжают обучение в школе, то средства на них будут выплачены. Получить выплату максимально просто. Достаточно подать заявление на портале госуслуг или прийти в отделение пенсионного фонда. Прием заявления открыт с 15 июля. И хочу сказать, что за несколько дней до этого совместно с Минцифрой и Россией мы впервые предложили семьям сервис проактивного заполнения заявлений. То есть в свой личный кабинет на портале госуслуг родители получили уже заполненные заявления на новую выплату на основании информации, которая имелась у нас в государственных системах. Родителям осталось только проверить актуальность сведений, и это было достаточно удобно. По состоянию на 21 июля поступило уже свыше 11 миллионов заявлений на 15,5 миллионов детей. Абсолютное большинство, 99,6% от этих заявлений поступили в электронном виде, и только 45 тысяч заявлений поданы в клиентские службы пенсионного фонда. Сервис предзаполнения заявлений существенно снизил процент ошибок и, соответственно, количество отказов в выплате. Они сегодня составляют менее 1%. При этом, если гражданин заполнял заявление самостоятельно и допустил неточности в сведениях, у него есть возможность повторно обратиться за выплатой до 1 ноября. До конца года все выплаты мы завершим в полном объеме. На текущий день Пенсионный фонд уже проверил и одобрил более 10 миллионов заявлений на 14 миллионов 200 тысяч детей. Уведомления об этом направлены родителям в личные кабинеты на портале государственных услуг. Платежные поручения по одобренным заявлениям уже сформированы. Средства будут зачисляться гражданину безналично на банковскую карту любой платежной системы. И хочу сказать, что в этом году к поддержке семей с детьми впервые подключились и коммерческие банки. Ряд из них предусмотрели программы кэшбэка, бонусов, страховые программы для своих клиентов, получателей школьной выплаты. То есть механизм зачисления средств полностью отработан. Старт запланирован у нас на середину августа. То есть с 16 августа начнутся непосредственные выплаты. Спасибо за внимание, Владимир Владимирович. Хорошо. Спасибо. Надеюсь, что эта работа будет доведена до конца, так как это было сделано по предыдущим нашим мероприятиям подобного рода. Уважаемые коллеги, завершить нашу сегодняшнюю встречу хотел бы тем, с чего начал наше сегодняшнее совещание. Мы, как правило, с вами занимаемся в таком формате вопросами долгосрочного характера, стратегического или даже тактического, но когда проблемы приобретают особо острый характер, нам придется и в таком оперативном режиме их рассматривать. Думаю, что это востребовано, во всяком случае, сегодня. Хочу вас поблагодарить и надеюсь, что то, о чем мы договорились, будет исполнено. И прошу администрацию вместе с правительством подготовить, как мы и делаем в таких случаях, соответствующие поручения. Но одно из приятных поручений, которые мне сегодня дали коллеги, заключается в том, чтобы поздравить Орешкина Максима Станиславовича с днем рождения, что я с удовольствием и делаю. Максим Станиславович, от имени всех коллег хочу вас поздравить с вашим сегодняшним праздником. Всего доброго. Спасибо Спасибо большое.